Всем большой салам, меня зовут Ева Ха, а это проект «Наши люди», проект разных профессий, но одной национальности. Сегодня у меня в гостях Муса Гулеев, который является политологом и даже психологом. Муса, дади калшан. Баркал, что пришли. Добрый день, маршал Дал. Спасибо за приглашение. Первый вопрос о самой часто упоминаемой теме, темы депортации. Все наше творчество из этой темы состоит. И я не отличусь. Каково это быть депортированным в советское время? Об этом много, наверное, сказано, но есть вещи, о которых никто никогда не говорил. Но это бесправные народы. До принятия закона о реабилитации репрессированных народов Верховным Советом СССР в 1991 году мы считались бандитами, преступниками, на нас были наложены всякого рода клише, запреты, не позволявшие нам учиться, работать, достигать каких-то возможностей, продвигаться в профессиональном смысле. Это ограничения были и социальные, и бытовые, когда прописок не давали. В основном-то изучая проблему депортации ингушей и чеченцев, были сосланы свыше 600 тысяч, от 2 до 30 дней погибло 100 с лишним тысяч. От холода, болезней, которые возникли, условий не было, это были товарные вагоны, на которых скот перевозился. То есть 4,5 тысячи промежуток от Кавказа сюда, в Азию, в Казахстан. Вся эта дорога была усыпана трупами людей, которые не выжили по пути следования. Ну а какой был самый страшный удар? Основная 2/3 из числа оставшихся в живых – это люди, которые уже заболели. Это люди, которые ослабли, но еще были живы. Погибла эта основная масса людей, и нас осталось всего лишь от 15 до 30%. Какой был город Алматы в то советское время, по вашим воспоминаниям? Казахстан, Алмата, Кунаев. Пусть Всевышний будет им доволен. Я очень с большим проникновением, с чувством вспоминаю этого руководителя Казахстана, Димаш Ахмедович Кунаев, Дал Риас Халцин. Он, конечно, много сделал. Помню, маленькими детьми наша мать со всей этой аравой, нас 10 детей было, мы в Тастаке жили и в долгие годы не давали прописку. А если прописки нет, то ты не мог и другие социальные какие-то вопросы решать. Старая площадь, там, где сейчас этот британский вуз, здание правительства, и вот там заседал, это был Центральный комитет Компартии Казахстана, и там располагался офис или кабинет первого секретаря ЦК Компартии. И она пошла к нему на прием. Плохо разговаривали наши отцы, матеря, с акцентом, но она настояла на том, что лично к нему попасть. И когда доложили, вопрос решился тут же, на второй день. И все документы были оформлены, а потом и возможность появилась и воду провести, и какие-то коммуникации, и все остальное. Это его личное участие в судьбе, допустим, отдельно взятой семьи, депортированной, абсолютно бесправной. И потом все заработало. И если вернуться к предыдущему, что я говорил, это было очень хорошее время. Спокойное, мирное. Алмата к тому времени, Казахстан, набрал политический вес в стране, экономика, социальная инфраструктура. К тому времени очень Алмата перестраивалась. Помните, да, какие объекты Кунаев строил, за что даже и выговора получал на заседании Политбюро ЦК. И это стадионы. Алмата была очень зеленой, красивой, уютной. Появились возможности. И это мои воспоминания того периода. Но до принятия закона о реабилитации мы все равно оставались народом в Советском Союзе запрещенным.
Кстати, знаете, отголоски этих штампов прошлого, они и сейчас существуют. Они сейчас и в России существуют, и на постсоветском пространстве, потому что не только мы подверглись геноциду, репрессиям. Вообще Казахстан и Алмата очень интересное явление. Я сейчас много пересматриваю, исторические какие-то вещи. А в чем уникальность нашего города Алматы? Представляете, откуда взялись в степи, в Казахстане, в Азии около 200 народов. Но титульная нация казахи – это их родина, степи, все это пространство. А все остальные пришли. Когда людей переселяли по причине Второй мировой войны и необходимость передислокации предприятий там, и специалистов, но основная эта масса – это депортированные, это национальные элиты, около 200 народов, проживавших тогда и в империи, и в Советском Союзе, и в других частях. И вообще это страна сильных людей. На самом деле советская власть, коммунистический большевистский режим, подчищая, так сказать, идеологическую составляющую, ссылали сюда в Азию элиты-то национальные, начиная от русских титульной нации и кончая самыми маленькими народами. Никто не остался в стороне. Никто. И я сделал для себя такие выводы, что Казахстан определили как местом кладбища элит десятков народов. Эта земля приняла самых ярких людей, людей образованных, с корнями, аристократов, то есть уникальных людей, звезд со всего мира, того мира. И я для себя сделал вывод, что большевики определили Казахстан, вот в частности, как всесоюзное кладбище, потому что людей отправляли сюда на погибель. Сам Казахстан тогда испытывал сложности после Голодомора, после репрессий 30-х годов. Казахи сами подверглись тотальному геноциду. Сейчас в советское время мы не могли возможности иметь, посмотреть какие-то исторические аспекты развития казахской цивилизации, тюркской цивилизации. Сейчас открыто. Но это политика империи была. Российская империя, Советская империя и так далее, и так далее. Представляете народ, который подвергся внутреннему геноциду, плюс еще репрессиям в связи с установлением советской власти, менялся социальный характер общества, его меняли в принципе уклад жизни, мировоззренческие, идеологические вещи. Но это совсем, это переворот кардинальный. И, конечно, на пути таких ломок были элиты, которые противостояли, они уничтожались. А когда справились с этими локальными проблемами, территориальными, локальными проблемами, определили это место, холодное, оно сложное, и определили как место, да, вот оттуда, от центров принятия решений, сюда как бы тогда на окраины, как такой термин существовал, окраины империи, в менее экономически развитые регионы, ссылали все национальные элиты. Как ингушский мир вплетался в религию ислам? Как мы его приняли, ислам? Есть у нас такой ученый в Ингушетии, грант-доктор философии в области метасофии ингушского языка и культуры, Кукурхоев Беслан. Он занимается метафизическими, философскими вопросами нашей древней культуры. А как мы знаем, что Кавказ издревле считался центром сакральных мистерий, где очень-очень давно зародилась древняя религия, монотеистическая, то есть представление о единобожии, о едином
о единой энергии, влияющей на жизнь людей, на процессы, оно имело место быть издревле. Я даже скажу, что с первых времен. Это очень ошибочно, когда думают, что в развитии человечества шло какими-то зигзагами от примитивного сознания того, что вот концептуальные вещи, там многобожие, примитивные формы восприятия, развития цивилизации, высших энергий. Нет. Знания люди получили изначально. Первые знания, глобальное восприятие мира в контексте единобожия и высшей энергии, оно имеет место быть изначально. А откуда взялось многобожье? Насколько я знаю, ингуши были язычниками. У нас, как у греков, есть какая-то определенная иерархия богов. Никогда. Это такая ложь и такое Ложь? заблуждение. Никогда мы не были язычниками и не могли быть. У нас монотеистическая культура. Мы верили в единую высшую силу. Причем мы никогда не наделяли высшую силу эпитетом. Вот в исламе запрещено давать названия, имена. То же самое древние считали, что сознание людей, их опыт и знания недостаточны для того, чтобы какой-то эпитет дать высшей силе, дать имя, допустим. Это запрещено было. Поэтому, когда наши цейнах, люди духа, мы их называли, не жрецы, это ложь. Это ложь ученых 20 и второй половины 19 века. Чтобы упростить и минимизировать масштаб нашей культуры, нас превращали в полудикарей, в людей, у которых были всякие боги, бога, жрицы, а в нашем языке нету даже понятия множественного числа богов или богинь. Ну вот, допустим, у нас же есть традиция, когда невеста должна в яйцо запустить иглу, бросить это все в реку, якобы богини Хинана, которая является богиней женщин. Нет, это не богиня, это ложь. Откуда тогда это все взялось, эти сведения? Хинана, да, люди относились к воде как к матери, как было такое отношение бережное, древние тоже чтили энергии, силы, стихии, и относили, и давали им эпитеты, но это ни в коем случае, у нас нету слова жрецы, у нас нету слова боги, у нас даже нету слова бог. Вот мы говорим «диало». Когда наши отцы высшего посвящения, конечно, культы существовали. Культы разные существовали, отношение к миру, отношение к стихиям, к воздуху, к воде, к огню и так далее. Существовали эпитеты, существовали ритуалы определенные, когда те посвященные, вот нельзя в нашем контексте нашей культуры найти слово, понятное для основной публики, потому что жрецы это служители, если в этом понимании, служители, допустим, культа, да, люди, которые осуществляли определенные функции для поддержания этого духовного начала в едином контексте. Слово боги, богини, у нас ничего этого нету. Даже то, что в 19 и 20 веке ученые, изучавшие нашу культуру, пишут о том, что у ингушей есть бог Диала, и у нас нет имени определения богу. Идеалы со стороны, конечно, не знающему наш язык, нашу культуру, может показаться, что эти люди своего бога назвали Диалом. А на самом деле это было обращение служителей высшего посвящения, мы их называем цейнах, люди духа, люди света, люди энергии, много можно дать определений. Цейнах, люди – это служители этого осознания, это не культ. Понимание этой энергии, они
Это была форма обращения. Когда люди выходили, допустим, на Цейлом, гора духа, или на Мятлом, столовая гора, и там проводили всякие ритуальные действия, обращаясь к высшей энергии. Это было обращение. И, ну, скажем, условно, этот служитель культа или жрец, как служитель, он обращался и говорил «деал». Если перевести это слово как звукослова «деал», можно сказать «скажи да», да? Или «день духа», если более глубоко обращаться, смысл, духовный смысл. Наш язык имеет несколько уровней значения, если говорить более углубленно, в чем закреплена или в чем зафиксирована база практики, мудрости, истории цивилизации, да? В языке обычно. Не только в языке, но в основном весь массив, база мудрости, она как бы зафиксирована в языке, и язык как универсальная форма фиксации. Тогда компьютеров не было, но древние знали, что храмы можно сжечь, артефакты можно украсть, культуру можно разнести, но если язык имеет место быть в том виде, как он возник, а надо сказать, что наш язык относится к группе ефетических языков, то есть самых древних, это небольшая группа языков, то они, так сказать, зафиксировали все эти планы этой культуры с глубочайшими смыслами именно в языке. А то, что наш язык, к сожалению, умирает. Он не умирает, это неправда. Я в 2003 году выезжал по приглашению университета Беркли в Калифорнии. Это ведущий вуз Соединенных Штатов. Этот университет 20 лет примерно занимался составлением словаря англо-ингушского, ингушско-английского словаря. Этот проект возник еще в 70-е, начало 80-х годов. Беркли занимается такими разработками. Была откомандирована профессор Джоханна Бибисхаймер Николс, тогда еще молодая лингвист, но достаточно талантливая, способная. В Грузии она начала с кавказско-иберийские языки, начала с грузинского, перешла на чеченский и остановилась на ингушском языке, поскольку в чеченском языке есть диалекты, в ингушском языке диалектов нет. Он такой, каким он был всегда. Он не подвергался изменениям. Ну, в силу разных причин это происходит с языками. И 20 лет этот проект имел место быть, работали. И уже к 2000 годам, 2001, 2002, был опубликован в Англии англо-ингушский, ингушско-английский словарь, свыше 10 тысяч терминов. Он уже был введен в международный научный оборот. Язык, который нужно изучать и постигать как часть мирового наследия, как один из древнейших языков мира, как одна из древнейших культур мира, поскольку мы, помимо того, что монотеисты издревле, то есть мы единобожники, так сказать, наш язык относится к маленькой группе ефетических языков, то есть самых древних, и мы коренные жители Кавказа. Как минимум доказано 7-10 тысяч лет нашего пребывания. Мы автохтонный народ Центрального Северного Кавказа. То есть это говорит о многом. Почему есть различия между чеченцами и ингушами, и в чем главное отличие? Мы сегодня в мире имеем целую гряду народов, имеющих уже свою некую самобытность, хотя они относятся к единому корню. Одному основателю, как говорится, одно событие, один период возникновения тюркской культуры, очень далекой, кстати, я вам скажу, очень древней. Это все не укладывается в рамки известной истории, которую нам написали за 100-200 лет. И она вся разнится. Настоящей истории мира нету. Она выдуманная, и она интерпретируется исходя из контекстов интересов современных, так сказать, процессов и более ранних.
На самом-то деле историю мира так и не написали, и древнего мира, и цивилизации как таковой. Если говорить о парадигме или теории Дарвина, даже она и не теория, это была гипотеза, и причем Дарвина судили в начале 20-го столетия за его высказывание. Это было предположение Дарвина о том, что человечество в своем развитии могло проходить такие стадии пути развития. Но на самом деле его и судили за эти дела. И она называлась обезьянной доктриной, обезьяней. Ну, от приматов, от первобытно-общинного в процессе труда, развития человек трансформировался и превратился в то, что мы сегодня видим. Конечно, нет. Это лживая концепция, очень хорошо легла потом на большевистские эти пролетарские идеи, когда нужно было мы всех уничтожим, мы наш мир построим, кто был никем, тот станет всем. Это, понимаете, это опять вернуться к теории Дарвина и начать с приматов, понимаешь? Когда большевики призвали разрушить старый мир до основания, а затем, насколько я помню текст этой песенки пролетарской, а затем мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем. Вот представляете, они разрушали древнейшую цивилизацию. И они говорили, что мы все это разнесем в пух и прах, а потом мы построим рай на земле, справедливый для всех. Но прежде чем мы это создадим, новый мир, с новыми понятиями, с новой идеологией, воззрениями, всю предшествующую цивилизацию мы просто уничтожим. И все, кто относились к этой древней цивилизации, то есть же социальные слои, и как общество было к тому времени, аристократы, там всякие социальные слои, мы, говорит, всех убьем. Они не нужны. Вот все разнесем в пух и прах. Все это почистим до основания, ниже фундамента. А потом нашу пролетарскую идею с гипотезой Дарвина. И все будет хорошо. Мир начнет заново. Но мы же знаем и Карфаген, и другие завоеватели, которые подчистую уничтожали предшествующие цивилизации. И мир идет этим ложным путем уже несколько тысяч лет. Не тот отрезок временной, который известен нам в рамках этой, так сказать, истории, который нам это навязывает уже. А если копнуть глубже, то все, что нагорожено 19-20 веком, все эти парадигмы исторические, цивилизационные, они ни в какие рамки, потому что есть очень много артефактов, свидетельств, записей, наследие, культурные наследия, язык, представления о ценностях. То есть много-много обстоятельств, которые опровергают всю эту лживую парадигму, которая навязана вот после падений той старой системы. Потому что, допустим, Первая мировая война в корне изменила мир. Так сказать, война королевств разрушила старую систему 19 и 20 век, когда мир уже стал совсем другим. Все европейская королевская семья была вовлечена в эту семейную драку. Если там до Первой мировой войны мы знали, так сказать, центры империй, королевств, их было немного, их было много, да, но это не были 200 государств, которых мы имеем в виду сегодняшних в рамках Организации Объединенных Наций. Это было где-то 30 с лишним государств, несколько глобальных империй, которые распределяли мир, которые влияли на мир, и правила игры были другими. После Первой мировой войны
рушатся империи, многие королевства перестают существовать, возникает новая система с новыми идеологиями, буржуазными, социалистическими, какими угодно. И мир вступает в свою новую фазу развития, но уже с другими парадигмами, с другими идеями, да, идеологиями и с другими обоснованиями. Это совсем другой мир. И мы жили 20 век в рамках других парадигм, это другая архитектура мира, но там Вторая мировая война подчищала незаконченные события Первой мировой войны. И вот с периода Второй мировой войны, 80 там сколько лет, мир живет в той парадигме, которая сейчас подходит к своему завершению. Потому что сейчас мир на пороге других событий, других цивилизаций, другого перераспределения сфер влияния. А как вы думаете, почему у нас такая трагическая судьба? В годы Второй мировой войны депортация, 92 год конфликт с осетинами, можно сказать геноцид. Недавно у нас забрали земли. С чем связаны вот эти вот бесконечные притеснения? Ну, это все следствие одного процесса. Да, это 19 век, империи, великие империи того периода, Британская империя, Османская империя, Российская империя, Австро-Венгерская, то есть основные игроки на тот момент, как и сейчас, впрочем, занимались дележом, будем говорить, сфер влияний в миру или в мире. Эти процессы, похожие, происходят сейчас, но они никогда не прекращались. Но надо еще нам понимать и другие вещи. Вот когда мы говорим о нашей культуре, о древности нашей культуры, надо понимать, что именно наши предки. Я сегодня нужно разделять современные ингуши и галгы, наши предки. Это совсем два разных мира. Отдельно нужно говорить о современных ингушах и отдельно говорить о том мире, который еще, слава богу, есть, его культура, его признаки, его черты в нас, в носителях как бы, но тут большая разница. А вот надо понимать, что наши предки, отцы и дальше туда-назад являлись носителями той первичной древнейшей культуры на Земле. Они были хранителями. Вообще Центральный Кавказ, место сегодняшней Ингушетии и часть отошедшей Северной Осетии, незаконно аннексированные наши территории в пользу Северной Осетии в результате депортации и манипуляций XX века. Это центр сакральных мистерий. Это именно то место, где сохранялись издревле вот эти первичная культура, можно сказать, культура, духовная культура, духовно-цивилизационное начало мира. То есть это то, что сохранили, допустим, мы сегодня, как потомки, язык прежде всего, язык и сохранившийся после наших отцов депортацию сюда, в Казахстан, культурное наследие, архитектурное, культурное наследие, но это 0,00% от всего, что там было, это башенная, храмовая культура, это артефакты, потому что все разносилось, все это взрывалось, авиация, артиллерия, вообще была идея до конца разнести в пух и прах эту древнюю культуру. Но я должен немножко перенестись еще туда. Давайте вернемся в начало XIX века. История не формулирует ни современная, ни XX века. История не формулирует события XIX века, особенно начало XIX и весь XIX век, таким образом, как формулирую это я. Потому что истории Кавказа тоже не существует. Есть какие-то эпизоды, подведенные в контекст интересов разных систем,
периодов советской власти, Российской империи и так далее, по итогам событий, которые имели место быть. Вы заметили, что история возникает тогда, когда что-то завершается. И историю пишут обычно те, кто побеждают в этих противостояниях, то есть победители. То же самое было в XIX веке, туда дальше вообще сейчас пока не иду. 20 век, и по итогам каждой войны формулировались как бы контексты и смыслы того, что происходило. И чаще всего это делает победившая сторона. И мы имеем только часть истории, и то подогнанной к той необходимости, в рамках которой существует та или иная система. Вот XIX век. Ираклий II, последний царь Грузии, подписывает в Российской империи соглашение, союзнический договор, который предусматривает взаимное, так сказать, оказание помощи, будем сравнивать с пониманием современности. Да, это союзнический договор между двумя государствами, царство, империя, о военных, о каких-то других, так сказать, факторах и помощи друг другу, поскольку Грузия сама, как царство древнее, как наследница византийской культуры, и после падения Византии вообще христианская Грузия являлась наследницей этой Византии. Но нарождающаяся Российская империя, которая пренебрегала вообще правилами того времени, потому что на чем строится империя? На захватах. И разницы нет, кого империя поглощает. Вот последний царь Грузии подписывает союзническое соглашение с Российской империей, но империя в том-то и империя, что она никогда не выполняет. Никакая причем империя. Ни римская, ни османская, никакая. Никогда не выполняла своих, так сказать, обязательств. Не буду. А других вот именно в этот, так сказать, пример с Грузией и Россией. Что происходит? Россия упраздняет грузинское царство, лишает статуса правителя, последнего правителя, вся аристократия вывозится в Россию, во внутреннюю Россию, губернии разные. Грузия объявляется Тифлисской губернией, то есть Грузия теряет свое царство, свое влияние, свое царство, потому что империя до этого пожрала всех остальных. Все, что вошло в состав Российской империи, как международного проекта того времени, 17 века, она поглощала все, потому что сама Российская империя создана на развалинах или на осколках империи чингизитов. И Запад задумал создать империю, которая будет осуществлять определенные функции и задачи, цивилизационные в том числе. Это новые проекты, новое мироустройство, новый взгляд на процессы, все новое. И вот этот новый контекст, который возникает. И у России, конечно, это не родилось там, внутри. Это родилось извне. Это было привнесено, и этот проект был осуществлен. В результате этого проекта, я сразу опережая скажу, что очень сильно пострадала русская культура, древняя. То есть те народы, которые вошли в состав этой империи, потому что термин «русский» возник только с возникновением Российской империи. Такого термина вообще не существовало. Это имперский проект. Это новое, вот как, допустим, возьмите Османскую империю, да? Когда я первый раз задал вопрос, какая этническая группа, которая является базовой, ее нету, потому что тюрки – это Османская империя, в Османскую империю входили разные народы этнические, с разными культурами, культами, мировоззрением, религией и так далее. И сказать, что вот эти жители, проживающие здесь, являются именно первыми тюрками, сказать сложно.
Но, занимаясь этим исследованием, я пришел к пониманию, что основой, этнической основой русского, так сказать, если попытаться понять этническую основу русского народа, хотя это общий термин имперский, если говорить о базовом, то это финно-угоры. Это финно-угорский народ. Это является основой, этнической основой, базовой. На базе этих этнических племен, народов, обществ создавалась эта новая империя. И вот в 801 году упраздняется Грузинское царство, поглощается Грузия империей, вся аристократия вывезена, упразднена. То есть, понимаете, чтобы понимать, что такое 19 век и столетняя Кавказская война, это Южный Кавказ, это Грузия, форпост, которые были воротами Южного Кавказа, закрывающими дорогу вообще на весь остальной Кавказ. И когда грузинский монарх, цари подписали и потеряли свой статус и государство, то ключи от Кавказа, ворота от Кавказа были открыты. И уже после войны 812 года, 812 год, после того, как была зачищена Грузия, была подготовка к большой экспансии. Потому что с развалом Бонапарта Российская империя стала самой мощной в Европе. Почему называли Александра I и армию как бы жандармами? Вот они когда в Европу зашли, Александр победителем, как победитель русского фронта, но это тоже была глобальная война. Там в этом участвовали все короны, причем они разделились. И вот Российская империя становится самой мощной, армия становится самой мощной, они заходят в Европу и несколько лет там, ну и те, кто провоцировали войну между Францией с Бонапартом и Александром I, хотя Бонапарт не собирался воевать против России, это была все спровоцированная ситуация. Понимая, что Александр I становится главным в Европе, самой сильной монархией, а у тайных обществ, которые по сегодняшний день провоцируют все процессы, у них тоже свои потомки, как и у нас в древности, они перенаправили всю эту армаду и самого Александра на сакральный Кавказ, потому что Кавказ никогда никем не был покорен. Никем. Это был центром сакральных мистерий. Это был жреческий центр. Ну, духовный центр. Это слово жреческое я не люблю. Жрецы как исполнители, допустим, как служители неким правилам и духовным правилам, да, а как определение жрецы, правители или духовные правители многобожников, нет, конечно. Вот здесь надо разделять. И они переправляют эту армию, они его убеждают в необходимости начала покорения Кавказа. Грузия пала, ключи от ворот Кавказа в руках империи, Бонапарт разбит, тайные общества побеждают в этом противостоянии, потому что противостояние и в Европе имело место быть. Сама война французов и русских была спровоцирована немножко не по причине там, экономических или имперских, а он имеет глубокий сакральный подтекст. То есть тайное общество перенаправляет всю эту армаду, чтобы еще вывести из Европы на Кавказ, и в 1815 году после падения Грузии, и когда ворота Кавказа были открыты, начинается столетняя Кавказская война по покорению Центрального Кавказа, Северного Кавказа, Западного Кавказа. А если бы Грузия противостояла, то весь основной Кавказ, как это происходило всегда, удержал бы. И от западных, и от восточных, и от кого угодно, и от самой Российской империи, которая была предрешена функция покорения и завоевания территорий. С тем, чтобы
как бы создать один центр управления, с тем, чтобы те, кто кукловодят в этом процессе историческом, им легче было справляться с теми задачами, которые уже были сформулированы и реализованы. Начинается Столетняя война. И, конечно, наши предки были основой в этом противостоянии в том числе. А Центральный Кавказ и наши предки... Ну вот сегодня можно это сравнить с Тибетом. Да? Есть Китай, а есть Тибет. Духовный центр. Там несколько тысяч монахов, да? Людей, которые оберегают и проповедуют, и сохраняют древнюю культуру, древнюю осознанность, скажем, осознание. Любая империя разрушается. Допустим, как разрушилась Великая Византия. Византия вообще-то пала в противостоянии с католическим миром, с Римом, в борьбе за влияние в христианском мире. Когда христианский мир распался на две части, на развалинах Римской империи возникает город-государство Рим, папский престол, который пытается создать центр влияния в мире, христианский, католический, в противостоянии с Византией христианской. И вот Рим, папа, и император Византии – это два антагониста, два врага, которые борются, потому что в рамках одной христианской религии возникает раскол и две парадигмы. Углубляться не буду, потому что там очень глубокая история, там интересные вещи, но просто формата не хватит. То есть самоутверждающаяся власть Рима и амбиции влиять на Европу и весь мир христианский, и не только, сталкивается с противостоянием уже существующей древней цивилизации византийской, которая вот в религиозной, так сказать, составляющей придерживается христианских тонкостей религиозных. То есть мир христианский разделился на католиков и православных, да. Вот Византия является вот этим столпом. И чтобы самоутвердиться католическому Риму, папе, нужно было исправиться с Византией, с Константинополем. И тут нарождающаяся тюркская цивилизация, которая расширяет свой диапазон, но без того, что папа ослабил Византию до возможности ее захвата, я не думаю, это не только мое мнение, но и мнение историков серьезных, Рим измотал Византию и привел его к состоянию упадничества. И к тому моменту, когда тюрки подошли, а католики и папский Рим не очень-то старался оказать помощь Византию и Константину, и последнему императору, а наоборот, крестоносцы просто грабили Византию и Константинополь. Они ее превращали, как современным языком сказать, в хлам. Вот. Это не было союзническое, так сказать, участие в сохранении Константинополя и Византии как части христианского мира. Наоборот, Риму было выгодно, чтобы Константинополь пал, Византия прекратила существование, центром христианского мира стал Рим, и так сказать, единоначалие было в руках папы. Турки воспользовались, они не стали разрушать, они просто взяли в свои руки. Никто не ожидал, что из кочевников, из каких-то племен возникнет новая цивилизация, новая империя, которая захватит потом 2/3 мира. Это Османская империя в результате. Сперва это были турки-сельджуки, но потом последняя империя тюрков, мощная, мы знаем, это Османская империя.
Грузия, как христианское государство, сохраняла, поскольку Грузия достаточно одна из первых, которая приняла христианство. До этого это другая история, о которой грузины не говорят, а мы знаем. И кто создавал это царство, и кто в каких отношениях был, и почему маленькое грузинское государство, по сравнению, оно в разные времена имело разные масштабы. Вот, допустим, при царице Тамаре Грузия расширилась до рамок некой империи даже. Но основой и, так сказать, обеспечивающий этот успех, это был, конечно, Центральный Кавказ, Северный Кавказ, именно наши предки, которые всегда выступали в поддержку Грузии. Почему мы их называем Ющеконгиш? Да? Почему мы их называем племянниками по женской стороне? Потому что первые царицы и правители были предки современных ингушей, или галаев, или джурджуков, как называют их грузины. Много эпитетов, имен царей и центров, они имеют чисто нахское значение и смыслы. И первая царица, официально признанная грузинская, она наша сестра, то есть бабушка, 2000 лет туда назад. То есть мы их всегда считаем родственным народом. Они тоже автохтонный народ, истинные грузины. Но они приняли христианскую идеологию, парадигму. И причем я вам скажу такую интересную вещь. Вы заметили, что ингуши всегда уважительно и очень близко относятся и по этим причинам, прежде всего, имеющим корневую основу цивилизационную. То есть религиозный фактор никогда не был фактором непринятия. Ингуши очень хорошо относятся к грузинам, к христианам. Иногда чеченцы высказывают ингушам недовольство, почему вы грузин больше привенчаете, приветствуете, нежели нас, братьев и так далее. Это такой поверхностный вопрос. Но он имеет смысл в том смысле, что почему мусульмане-ингуши, а мы стали мусульманами только во второй половине XIX века, хотя у нас ей можно сделать отсылку к ранним временам, когда отдельные тейпы или отдельные фамилии уже приняли ислам. Но основная масса ингушей принимает ислам достаточно поздно, во второй половине XIX века. Примерно мы можем сказать, что 150 лет мы находимся в исламе. Но это тоже очень интересный процесс и интересный фактор. А до этого кем мы были? Правда, что мы приняли христианство и молились на древнехристианском, грузинском даже языке? Ни на каком ни древнегрузинском, ни на христианском, хотя в разные времена были попытки и католицизировать нас, и христианизировать нас. Был такой период, когда при Екатерине папские эмиссары начали появляться на Центральном Северном Кавказе с миссионерской деятельностью, и императрица Екатерина по этому поводу очень нелестно отозвалась и высказалась Папе Римскому, что это не та сфера, куда папский престол может распространять свои интересы. То есть в разные периоды существования этих монотеистических тоже культур религиозных были попытки и христианизировать, и католицизировать, и всякое-всякое. Нет. Я вам скажу, что алаэ или современные ингуши всегда пребывали в своей культуре, и культура религия, культура сознания. Вот сегодня, когда нас называют, что мы мусульмане, да, в этом нету неправды. Но я скажу, что мы пребываем до сих пор в своей культуре, в своей религии. Потому что основой нашего мировоззрения является так называемый эздил. Что же такое эздил? Как вы можете расшифровать это слово? Это система этических норм сознания и поведения этих людей. Это этика.
Это тот опыт, который наработали мы или наши предки. Мы-то не очень наработали. Нас еще ой как надо ругать, что я очень часто делал на Кавказе до моего отъезда. Но это другой разговор. Наработали наши предки, будучи находясь в этом духовном сознании. В этом духовном сознании. И этот опыт, зафиксированный в образе мышления, в образе жизни, превратившийся в систему этического поведения, норм, стало сознанием, неотъемлемой частью нашего мировоззрения, нашей культуры. И одновременно это и социально-этическое представление, это сама этика и это сама религия, потому что вообще никакой религии вне понимания этических ценностей не существует. Вот когда я был в гостях у Шадиевых, и когда все собирались, я об этом немножко там рассказал, потому что никто этого не знает, никто об этом не писал, кроме меня. А я постоянно о чем-то новом говорю. Это, конечно, отчасти кого-то шокирует, удивляет, но надо уже приходить к пониманию самоосознанности, надо уже о своей культуре и о данности, о своей данности, о принадлежности к нечто важному, цивилизационному уже говорить. Потому что, когда я жил на Кавказе, вот 92-й, 2017 год, 25 лет, так случилось, что я оказался на Кавказе и, занимая разные должности, занимаясь и наукой, и просветительством, и политической деятельностью, осваивая, углубляясь в знания, в понимание языка и культуры, занимаясь исследовательскими какими-то вещами, а я, конечно, мне открылись многие вещи, о которых никто никогда не писал, не говорил, и это происходит, когда ты погружаешься в глубокие смыслы. Расскажите про Войнахские башни. Они считаются боевыми. А есть ли еще какой-то смысл, помимо того, что они боевые? Может быть, есть какая-то еще более тонкая философия в этом замысле? В Нью-Йорке когда-нибудь, если были, заезжайте, эти небоскребы прям потрясают сознание. А представляете, средние, ранние средние века, 1000-2000 лет назад, когда путешественники въезжали в эти горы, и перед ними возникали эти 30-метровые башни, это единая система, это духовная система, это не башни воинов, которые захватывали мир, соседей и так далее. Зачем им нужны были боевые башни? Вот сейчас я вам скажу, зачем нужно было строить такие уникальные сооружения военные, когда у них не было государства? Они не создавали государство, потому что это не вписывалось в их духовную концепцию. А зачем им нужны были эти боевые башни, крепости, храмы и все остальное, если они не покоряли соседей? Если они никогда ни с кем никуда не выступали? Только обороняться? Но горы тоже являются естественными, так сказать, естественной системой заграждений, и можно использовать, и всегда использовались, если правильно подходить к этому. Это был духовный народ. А вот посмотрите, каждая фамилия древнеингушская заканчивается эпитетом пути, определение пути. Допустим, Гагиевы, да? По-русски Гагиевы. По-ингушски или голый метал. Гягинякан, Султыгнякан, Шадинякан. И пошло-поехало. То есть каждая есть базовое, так сказать, имя и окончание с определением пути. Вот как зарождались древние наши рода? Все в контексте духовной самореализации. Когда человек достигал духовного совершенства, его инициировали наши предки, наши отцы. Мы их
Их пытаются называть жрецами, но дяцей или цейнах, люди духа, ну, духовные люди, скажем, отцы. Человек проходил путь духовного совершенства. Каждый опыт личного духовного прохождения фиксировался этим древним языком. Ключи были кодовые, и это J фамильный, или запись опыта, запись пути сохранялась, разрешалось этому человеку, инициированному, прошедшему путь духовного, так сказать, совершенства, самоосознанности, зародить род, и он становился, если это был Гяги, от которого пошел Тейб Гяги Някан. Был первый человек, который прошел эту инициацию, прошел эти духовные пути испытания, его инициировали, ему разрешили построить боевую башню. Как ее называют боевую? Но она духовная. Это символ духовного восхождения. Боевой его смысл только самый 110-й. Первый его смысл духовный. Ему разрешали зародить род, построить эту башню, обязательно ровно день в день, год, с соблюдением всех правил, традиций. Записывался его опыт в эту семейную книгу, духовную семейную книгу, из контекста вот этой жреческих письменностей и коды имелись. Коды. Не каждый это мог получить, и не каждый мог преодолеть это испытание духовное. Зажигался неугасимый огонь вверху в башне. Вот сейчас эти братские могилы, когда огонь зажигают, это все оттуда. Представляете, у ингушей, ингуши современные, или галлы, как мы говорим, самоназвание, эти огни в этих башнях горели тысячелетиями, и они затухли только тогда, когда нас депортировали. А это был символом духовного восхождения человека и рода, который от него начал свое существование. И если это был Гаги, да, Гагиев, допустим, или Султык, или еще кто-то другой, от которых пошел потом род, Султык-Някан, допустим, Тошхой-Някан, Шади был первый. От него он прошел духовный свой путь, его инициировали, его опыт был закреплен в семейной книге духовности, ему разрешили построить башню, он построил, зажгли духовный этот огонь родовой, фамильный, который не погасал 1000 лет. И все это, конечно, сопряжено с духовными культами, с какими-то церемониями и соблюдением духовных правил и так далее. А чисто технически, как этот огонь зажигался наверху? А там местечко было такое специальное, и этот огонек постоянно поддерживался. И они тоже знали, что в земле дят, еще сегодня говорят, масло, да, или нефть. Они все это знали. Они знали, что в земле, что в воздухе. Масштаб их знаний был, уверяю вас, настолько глобальным, что мы даже сегодня не обладаем частью этих знаний. Есть информация об ингушских жрецах. Расскажите, пожалуйста, кто эти люди, чем они занимались? То, что они умели делать с энергиями, сегодня минимум называется чудесами и мистикой. А эти люди, допустим, последний жрец Элмас Хаутиев был, да, вот в 70-х годах, по-моему, ушел, да, вот, маснях, но его считают одним из последних жрецов, да, хотя я вам скажу, что нету последних, нету первых и нету последних, потому что когда наши отцы разрешили принять ислам в прошлом веке, во второй половине, который мы по сегодняшний день очень плохо знаем и мало образованы, потому что мы не умеем читать Коран, мы не знаем глубоких смыслов. Да, мы умеем какие-то молиться, умеем какие-то аяты знаем, но у нас нету глубокого просвещения таких ученых, исламоведов, о которых можно было бы говорить. У нас многие религиозные деятели не читают Коран, они не знают переводов. Они знают какие-то уровни знаний.
Но для того, чтобы сказать, что они просвещенные в смысле исламской культуры или религии, коранических знаний, то Коран это великое, так же, как любые писания, истинные писания религиозные, это масштаб очень большой, духовный. И потом не надо путать, есть религия, а есть духовность. Так случилось, что идеи самой духовности, которые в первые времена облачались в какие-то системы, да, впоследствии были использованы как некие механизмы для манипуляции. Если сегодня современные религиозные, допустим, системы, в том виде, в котором мы их видим, они, в принципе, обнулены. Сегодня религия воспринимается как механизм влияния. Что делают религиозные деятели сегодня? Мало духовности. Вот там больше всего механизмы. То есть это стало некой системой уже социальной, экономической, политической. А мы говорим о духе религии. Вот если взять Коран, допустим, или истинные библейские ценные источники, то это другого уровня. Не может религия быть механизмом политических или других вещей. Вот, допустим, сегодняшний кризис на Востоке, да, он как бы облачен в некую религиозность. Да, имеется там религиозный подтекст, но это не главное. В каком Святом Писании Бог, обращаясь, обучая нас, давая нам эти дары знаний духовных, обращается к нам с просьбой защищать Его, так сказать, истины, которые Он даровал, дабы мир был добрым, развивался в дружбе и так далее, и так далее. То есть Бог попросил людей, свое творение, чтобы они Его ценности защищали на земле, убивая и уничтожая друг друга по конфессиональным, религиозным каким-то основаниям. Вопрос культуры и религии, скорее даже традиции. Кто-то не выполняет определенные традиции, говоря о том, что это не по исламу. Мы до этого упоминали яйцо с иглой. Кто-то отказывается это делать, потому что говорит, что это язычество, это не по исламу. Даже ту же лезгинку кто-то отказывается танцевать, потому что в исламе запрещена музыка, танцы. Я, когда читала в Ингушском центре сказки, мне в какой-то момент запретили их читать, потому что там о язычестве какие-то сказки. И вот этот вот огромный пласт народного творчества люди хотят забыть. Есть люди, которые лгут, есть люди, которые манипулируют обществом. Вот проблема, знаете, в чем? Истинную духовность обрести нельзя без образованности. Вот есть невежественные люди, они впадают в фанатизм. Истинная духовность человека не определяется его церемониальной или там ритуальной точностью и ответственностью. Это хорошо, потому что, допустим, ислам предписывает пятиразовую молитву и так далее. Там прописывается, потому что духовность имеет две составные части. Духовное развитие и физическое поддержание тела. Только в гармонии души и тела, здорового тела и духовность, чистой духовности, человек как данность может реализовываться и идти по пути самосовершенствования и самоосознанности. Если физика человека, так сказать, не соответствует нормальному физическому состоянию, то душа в этом теле себя комфортно чувствовать не будет. Если у вас что-то будет болеть, и постоянно вы не сможете молиться или что-то делать, выполнять какие-то предписания. А если душа больная, то и тело здоровым быть-то не может. Не может, потому что нарушение вибраций, саагр, вибрации души, вибрации энергии, потому что мы все энергия, часть энергии, в системе этой вселенской единой энергии. И если мы начинаем неправильно вибрировать, то начинает сказываться на физике в том числе. Потому что душа воплощается в теле, да, и
если душа вибрирует неправильно, и отклонения идут, то физика будет обязательно страдать. Правильно? А если физика страдает, то душе некомфортно в этом теле, и нужно прорабатывать себя духовно. Это только через знание. Ни в одном Святом Писании то, что вот современные религиозные лидеры определили, то, что мы видим, да, в христианстве, там, в исламе, в других. Нет, вот душа находится в теле человека. Это его внутреннее состояние, и это его первый внутренний храм. Если душа, тело в гармонии, это там чисто, человек придерживается нравственных, морально-этических норм, его сознание в контексте ценностей, которые сформулированы и апробированы в процессе исторической практики. Это же опыт. Не просто так ценность возникает. Ее объявили на Никейском соборе, что с завтрашнего дня пророк Божий станет Богом Божьим. Да? Ну, понятно, что вот в исламе признаются все святые. И христианские, и так далее, и так далее. Вот Иса Пейхмар дал салам халцин, пусть Аллах им будет доволен, всеми пророками. Но исламу всего лишь 1400 лет, и у нас в исламе только один пророк. А куда девать 1200 с лишним пророков, которые были до пророка Мухаммеда? Дал салам халцин. До него было 1200 с лишним, там 1400. Они что, были не божьими? Они не были божьими посланниками, хотя в Коране говорится, что они все были в контексте этой ценности. И мы говорим, что наши предки до середины XIX века сохраняли и сохраняют ту первичную духовность, которая была дарована людям на земле. Потому что когда Кунта Хаджи в 60-х годах появился и оказался в Алайче, в Ингушетии современной, с предложением, чтобы ингуши приняли ислам. А мы знаем, что ингуши не приветствовали Шамиля с его идеями. И Шамиль боялся нос свой сунуть на Назрань, потому что он 3 раза был разбит. Он с Российской империей воевал столько десятилетий и успешно воевал. А в Назрань он боялся нос сунуть, потому что Кунта Хаджи, он сказал, что ты куда едешь? Так, приблизительно вам расскажу. Он сказал, что я еду к ингушам, чтобы они приняли ислам. И он сказал, они ненормальны, они воинственные, они сумасшедшие, туда тебе ехать нельзя, они тебя убьют или погибнешь, я дам отряд и так далее, и так далее. Он сказал, нет, мне не надо ни отряда, ничего. С ним был еще один человек. И он приехал туда для того, чтобы обратиться, и для того, чтобы ингуши вошли в ислам, приняли ислам. И вот до моего отъезда как-то меня приглашали там на молот, зикридиш, приглашали, наши имамы, известные наши богословы. А у меня есть такая привычка, я когда хочу что-то понять, я начинаю задавать неловкие вопросы, сложные вопросы, до тех пор, пока я не пойму. И я задаю тем, кто как бы должен это знать и понимать. И вот я начал им задать, я говорю, как ингуши пришли в ислам, как они приняли ислам, когда они имамат Шамиля несколько раз его разбивали и отгоняли, и он знал, за какие пределы границ Ингушетии заступать нельзя. Потому что это намного опаснее, чем воевать с царской Россией, с империей. И он не заступал. А тут едет богослов и духовный человек, Оуля, пусть Бог ими будет доволен. И он едет на своей арбе с человеком без всякого сопровождения. И вот я задаю нашим богословам вопрос, а куда он поехал, я говорю? Он поехал, я говорю, к генерал-губернатору. Он поехал по селам, я говорю,
проповедовать, он поехал открывать религиозные школы для просвещения. Представляешь, народ, который пребывает в древнейшей духовной культуре мира, которая охраняет эту парадигму, эту ценность и отстаивает ее всеми имеющимися средствами, в том числе и военными. И вот этот один человек идет этим людям, которые десятками тысяч лет сохраняют эту духовность в том виде, в котором она и до наших дней дошла. Просто мы уже называемся мусульманами, мы как бы в исламе. И многие не понимают, что есть понятие арабизации, а есть понятие пребывания в какой-то духовной парадигме. Это разные вещи. И они говорят, мы не знаем. Я говорю, расскажите, как ингуши, которые воевали против имамата, Шамиля, против всех, никогда никакую религию не подпустили, а что, к кому он поехал? Они говорят, мы не знаем. Я говорю, ну как не знаете? Я говорю, какой-нибудь такой вот чудак, как я, начнет задавать неловкие вопросы. Ну, я думаю, то, что Кунта Хаджи был очень духовным человеком, очень нравственным, и, скорее всего, это совпадало с ингушским мировоззрением, по этому поводу его и приняли, и выслушали. Да, потому что ты слышала эту парадигму, когда мы разговаривали у вас в гостях. Нет, я еще слышала проповеди Кунта Хаджи. Очень хорошо, вот все правильно. Но религиозные наши деятели на этот вопрос не отвечали. А на самом деле все правильно. Он был святой человек, он был духовный человек. Но мы понимаем, что наши жрецы, как бы жрецы, наши дядцы, наши отцы, как мы их называем, они были тоже оля, то есть они были святыми людьми. Что такое святость? Человек, который стал духовным, самоосознанным, и при этой самоосознанности и духовности у человека открываются масштабы видения, понимания, осознанности. Такие люди мир видят другими глазами и слышат его другими глазами. И он поехал к таким же, как он. Это я нашим богословам рассказываю, чтобы они могли ответить на вопрос, если такой, как я, чудак, начнет задавать неловкие вопросы. Я говорю, вот просвещенный, посвященный человек пошел к посвященным людям. Он не мог проповедовать, потому что на это надо было десятки и сотни лет. Он не мог открывать там школы, медресе или что-то еще. Это было невозможно. И когда он приехал таким же, как он, они начали разговаривать на одном и том же языке, ему задали вопрос, что ты хочешь, с чем ты приехал? И о чем говорит твоя религия? И рассказывая об этом, они ему сказали, что это то же самое примерно, что оберегами охраняют наши предки с начала сотворения времен по сегодняшний день. И нет в этом никакого противоречия. Там, где истинная религия, там, где истинная духовность, а там нет противоречий. И она сочетается с древней парадигмой. И в этот момент это было принято решение, дано было согласие, и наши дядцы, они объявили, что Танрж Дина Бусул Бдахат Ицвей. И там были маленькие моменты, которые надо было соблюдать. Это произошло очень просто. Но если задуматься более глубинно, мы не признавали ни ислам, ни христианство, никакие другие парадигмы. Вот, допустим, если конкретно взять ислам, да? А почему я говорю, что мы мало образованы в исламе сегодня? Очень мало. Несколько человек я только знаю, которые умеют читать и делать тафсир, то есть переводы, знают язык и смысл Корана. Это же не просто книга. Любая духовная книга – это духовный масштаб. Освоить смысл сознания, понимания этой глобальной духовности вселенской может только просвещенный человек, образованный, который понимает язык
Корана, допустим, если о Коране говорить, который знает и делает, умеет переводы делать и понимает глубинные смыслы. Потому что духовный язык и обыденный язык, на котором мы разговариваем, это разные языки. Обыденный передаточный информационный язык или язык, на котором ты говоришь любое слово, если взять, допустим, как мы это делаем, да, наши посвященные люди. Беслан Кукухоев, доктор, наш доктор философии, метасофии, он раскладывает одно слово, допустим, древнеингушское, на звукослова. Из одного слова обыкновенного, разделяя его на звукослова, получаются целые тексты глубокими духовными смыслами. Это древний метод зашифровки глубинных смыслов. Это очень такой процесс интересный, и он дает нам возможность открывать тайны, которые были спрятаны в языке, зашифрованы в языке. И сегодня кто имеет такой масштаб мышления и знания культуры языка, то он может это делать, открывать, и открываются целые тексты. То же самое, допустим, с Кораном. Простой человек может понимать только поверхностные вещи. Если человек более углублен и сам осознан в результате внутренней работы, в результате жизни своей, благостной жизни, праведной жизни. Мы говорим про слова и смыслы. Мой вопрос про Сардамыш — это такие комплементарные проклятия. То есть это такая похвала через злословие. Что вы можете по этому поводу рассказать? Какой там смысл? Это связано с душой, с духом, вот даже навскидку взять, содмыш, да, первая звукочасть с душа-дух. И начинается с осознания того, что само действие проклятия несет в себе очень последствие духовное, глубокое. Что это сквернословие несет в себе очень опасную энергетическую составляющую. И мы сразу понимаем значение этого слова, да, проклятие, вот, дал ру. Но когда мы его разделим на звукослова, вытекает целый текст. Его человек, обладающий таким знанием языка, разложит на звукослова, и мы прочитаем глубочайший духовный текст, раскрывающий смысл этого неправедного, допустим, действия, да, когда человек сквернословит или проклинает. И мы видим духовные последствия этого действия через то, что это слово было разложено по частям, потому что одно слово несет в себе еще целую группу слов с конкретными значениями. Понимаете? Но это ж те шифры и те знания, которыми пользовались древние. И мы до наших времен это дошло. Но нашу культуру в 1944 году с высокой просто разнесли в пух и прах. Время нашего отсутствия на Кавказе вагонами вывозились артефакты. Все выкапывалось, все раскапывалось, разносилось, а все, что можно было вывести, вывозилось, все, что не могли, взрывали. Есть видеохроника, да, тех времен, когда эти башни просто взрывают. Или авиация это делает, или внизу закладываются под фундаменты. И их были тысячи, этих башен. Как план небесный, звездный, он древними переносился вниз. Эта проекция переносилась, имея они занимались духовным совершенствованием и поддержанием этой духовности в этих масштабах. А у нас из-за этого не было ни князей, ни падишахов. У нас предки наши говорили о том, что душа человека свободна. Ее нельзя в какие-то рамки устанавливать. Что социальное разграничение разрушает чувство справедливости. Потому что они говорили, что вся Вселенная и оно зиждется на принципах справедливости.
люди, когда начинают по каким-то признакам устраивать, допустим, какой-то образ жизни, создавать, то эти признаки являются причинами, ограничивающим внутреннюю свободу, а значит и духовную свободу. Поэтому они запрещали классовое деление по материальным признакам, по каким-то еще другим. В основе отношения, уважения человека к человеку в этом обществе это был эздел. То есть человек обладал системой духовных качеств, тогда он был уважаем. Или и говорят, у нас говорят, да, эздисак, эздиотсак. Человек, обладающий этикой, или человек, не обладающий этикой. Это все, это сразу выводило человека за разные полюса. Эздисак – это благородный человек, все, он свой человек, вейсагос, эздисагос, знаешь? Или наоборот. И того сразу выводило. То же самое, это же вопрос духовности. В основе этой духовности лежит эта этическая система, эздил. Система этических норм. Вот это древняя культура. Мы вот, допустим, начали с того, как мы оказались здесь. А это духовная борьба была не только против нас, как части этой насильственно депортированной группы, допустим, этнической, да, если об этом говорить, но все те народы, в том числе и русские, они же прежде всего со стороны этих тайных обществ подверглись насилию. Вспомните, когда в России произошел, ну, так называемая революция, хотя это переворот государственный. Кого уничтожали? Элиты. Элиты. И сельские элиты, так называемых этих кулаков назвали, там середняки и так далее. То есть это крепкие люди, это духовные люди, это религиозные. Сами религиозные системы уничтожались, духовные системы уничтожались, этнические группы и части уничтожались. Все построено и свидетельствовавшее о процессе этих достижений цивилизации, все уничтожалось. Вот я на днях смотрю забытые деревни России, да, брошенные. Показывают там заброшенная такая полу уже умирающая деревенька в России. Красивые места, срубы такие. И там храм в центре, который подвергся, ну вот здание, да, религиозное. Людей убивали, всех там погоняли, высылали, кто как. Ну, весь этот красивый мир этого поселения был разрушен после революции. А какому насилию подверглось это религиозное здание? Что с ним только не делали. И склады там были, и клубы там были, и конторы там были, и какие-то общежития там были. И в конце концов, это здание, вот от него остались рожки до ножки. Но когда сейчас эту деревеньку, он красиво очень, автор этой передачи это делал, и вот он в конце с разных сторон показывает эту деревеньку, с разных ракурсов. Он говорит, представляете, если бы этот храм сохранился до этих времен. А я сижу по-другому, у меня мышление другое. Я про себя думаю, какому насилию и издевательству подверглось это здание? Людей-то там понятно. Кого сослали, кого убили, кого раскулачили, кто на войне погиб, кого заморили в Соловках и в лагерях там и так далее. А я на здание смотрю и думаю, боже мой, чего только ты, несчастная, внутри и вовне не пережила. Какого варварского издевательства. Вот то же самое, понимаете? Но есть незыблемые вещи. Все материальное, оно подвергается насилию и разграблению, любым формам насилия. Но древние были мудры, они считали, что устная память, знания и закодированный язык
с этими смыслами. Это то, что позволит тем потомкам, они говорили о нас, потому что мы вот еще о чем мы, так сказать, не заговорили, может быть, уже долго говорим, но надо все равно об этом сказать, что когда произошел этот разлом, это десятки тысяч лет, когда мир вообще, тот еще мир, единый, существовал в рамках единого духовного осознания, единой осознанности. И вот эти духовные люди управляли всем этим миром. И стать духовным человеком – это испытание души. Мы поэтому появляемся в этом миру. Это как чистилище некое. Человек, проходя эти иллюзии, мир иллюзий, где нас цепляют, так сказать, невидимые всякими искушениями. Но душа должна пройти эти испытания с тем, чтобы воплотиться потом в своем духе, самоосознанности и выйти на верхние планы. Вот этому обучали наши предки. Наши предки, когда я говорю наши, не ингуши или голы, а вообще предки человечества. Это культура вообще на самом деле, которая у нас сохранилась, да, это та культура, которая всем принадлежала. Просто в разной степени, в разные времена она была утрачена, и вот мы, наверное, последние носители этой культуры на Земле, потому что мы видим этот мир сквозь, допустим, очки этой ценности, если так условно говорить. Через Эздил? Да, система этических норм, духовных норм. Это всегда было основой, и это было изначально. И вот представляете, человек, который идет по пути, и он должен воплотиться в духе, он должен стать самоосознанным, то есть духовным человеком, которого будут инициировать и признать за ним духовность, и он войдет в клуб этих духовных людей, говоря современным языком, и станет таким же духовным человеком, отцом, мужем и так далее. То есть станет духовно просвещенным человеком. А считайте, что это, если говорить современным языком, 5-летнее обучение. Вот как мы 5 лет учимся, чтобы стать специалистами, сдать экзамены, получить диплом. Если, это грубое сравнение, конечно, вот у них ученики, у этих духовных людей. Эти люди проходят курс обучения и приходит время сдать экзамены. Экзамены сдать не могут. Почему? Да, прошли какой-то курс, прошли какие-то, получили опыт, определенные знания. Но в результате у кого-то проявились какие-то негативные качества. Допустим, эгоизм. Это большое препятствие души для того, чтобы душа реализовалась или духовно созрела. Люди с эгоистическими или какими-то другими проявлениями стать духовными людьми или частью этого духовного социума не могли. Они не прошли это испытание. И вот эти ученики этих отцов, учителей, не прошедшие испытания на предмет самоосознанности и духовности, потом восстают, это все образно говорю, так, чтобы это было понятно, в те времена, восстают против своих отцов-учителей. И происходит духовный раскол в миру. Но они не получили ключи к истинным, самым глубоким знаниям. И они становятся тайными обществами или тайным обществом людей, которые противостоят своим учителям, поскольку они их уже многому научили. Но когда человек проходит инициацию, ему открывают, дают ключи к познанию, прежде знания энергии. Потому что мы энергия, мир энергия. Все сущее и несущее на земле – это энергии. И вот когда человек проходит этот путь испытаний, для него высшие силы открывают эти масштабы и рубежи. Много условностей уходит с его сознания, подсознания, материального мира. Они прекращают иметь какое-то значение и смысл. Человек оказывается в другой осознанности и в другом понимании реальности. Понимаете?
Его душа высвобождается, он становится абсолютно свободным. Ну, эти недоучи, как я и говорю, ученики, которые прошли достаточно большой опыт, но не прошли экзамены и им не открылось, а вели их по этому пути их отцы, посвященные люди высшего посвящения, которые создали 12 центров мистерий по всему миру, чтобы регулировать и управлять этим процессом. И этот мир был единым, духовным миром. Он тогда не воевал, не убивал, не сжигал. Вот когда происходит этот раскол, с этого момента начинается другая история человечества. Вот это нас привело к сегодняшнему состоянию реальности и того, что мы наблюдаем и каким образом мы проживаем этот мир и ищем пути выхода из этой ситуации. Все в лоне духовности. А у нас столько рамок национальных. Как при этом быть свободным? Если современный парень, танцуя лезгинку, допустим, задирает перед девушкой ноги выше ушей, то это не в контексте эздила и духовности. Или она пялится на него с вожделением, будем говорить. Это тоже не духовность. А все эти действия имели свой смысл, философский смысл, этический смысл. Почему? Конечно, человек – это не просто какая-то духовно чисто безэмоциональная субстанция. Просто они во всем находили золотую середину. В проявлении эмоций, в проявлении ментальности, в проявлении каких-то действий. Они всегда говорили, сильно радоваться нельзя и сильно огорчаться нельзя. И то, и другое грех. Да, и этому есть объяснение. Есть нечто такое, что должно человека удерживать в рамках гармонии. Потому что человек, выходящий из состояния баланса, обязательно впадает в крайность. Во всем. Мне казалось, что мы про крайности как раз-таки. Мы сегодня, те оставшиеся от наших предков, вот зуб коренной вырвали, а корешки остались, на них народились. Мы сегодня не можем даже тысячной части того, что знали наши предки, вернуть. Но нам легко, почему еще? Потому что у нас язык. Тот единственный, мы его знаем, и те, кто его знает духовно, мы оттуда вытаскиваем, черпаем, и еще наш эздил, система этических норм. Но мы-то, когда нас вырвали из нашей среды, очень сильно подверглись внешним воздействию, к нам же тоже разные отношения. Вот есть человек, который в рамке духовности любой нации, если он в состоянии этики находится, да, если он воспитан, это тоже духовность. И разницы нету. К тебе будет хорошее отношение. Вот ко мне никто никогда за 58 лет не пристал. Я жил всегда с другими нациями, народностями, и друзья были разные. Никогда у меня не было ничего. У меня самое тяжелое, знаешь, с кем было? Со своими, когда я на Кавказ поехал. Это было настоящим испытанием. Такого дискомфорта и такой сложности, и таких неудобств, которые я перепроживал. А знаешь почему? Потому что я эту культуру древнюю, я плохо знал язык, хуже говорил, и каких-то нюансов не знал. Но моя душа и моя интуиция была настолько открыта, я ощущал ее намного больше, чем, оказывается, ее знали те, которых я впоследствии увидел у себя на родине. И первая мысль у меня пришла такая, что алматинские ингуши хранители настоящей этой культуры в большей степени, чем те, которые живут на Кавказе. Почему? Потому что вот мы здесь выросли в массе разных народов, культур. Знаешь, это же большой опыт. Вот мы все, вот он русский, мы ингуши. Он на русских не похож. А мы на ингушей в том виде тоже не похожи. Но каждый из нас является носителем своих конкретных черт. Плюс еще общего опыта. Понимаешь, как у нас говорят? Нахбаргминбац. Он не видел людей. Вот такая фраза бывает.
Это тяжелая оценка человека, который или оамлятцен, у него нету характера, у него нету отношения, да? Вот о чем речь. И в замкнутом пространстве люди тоже беднеют. А если еще они подрастеряли, вот многие люди не знают своих корней. Вообще не знают. Дальше даже бабушку с дедушкой не могут. Это же катастрофа. А ты знаешь, что каждой нашей фамилии в высылку был по 1,5 метра посох четырехгранный, на котором каждый мужчина, родившийся в этой фамилии, была зарубка. И вот это 1,5-метровый посох с 4 гранями. А их было в семье по несколько штук. У некоторых 5, у некоторых 6, у некоторых 3. Столько было предков, зафиксированных на этих зарубках. Масса, когда мальчик, ребенок рождался в семье, делали зарубку на этом родовом посохе, да. Как свидетельство древности фамилии. Так вот, тот, кто помнит своих отцов и не помнит, до этого-то времени тоже эта же ветка пришла оттуда. Она же растеряна. Человек не может сказать. Я могу назвать своих, 27 предков. На Кавказе есть люди, которые по 40 с лишним, по 50 могут назвать. 7 последних мы должны знать поименно. Это закон. 8 уже упоминать нельзя, потому что нельзя будоражить их души. 7 от себя ты можешь знать и упоминать их. Они еще в этом пространстве соприкосновения. Они имеют к нам еще энергетическое отношение. Все остальные более дальше. С ними мы общаемся через этих 7 последних. Поэтому связь предков с живущими и ушедшими не прерывается. Беркал Муса за интересную беседу. Очень важно знать, кто ты и кем являлись твои предки. А с вами была Ева Ха. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Ади Калшин.